Вас приветствует информационная программа «Новости». Меня зовут Саид Ахмадов, и вот что будет в нашем выпуске. В память о герое. Сегодня мы с вами находимся здесь, дабы подтвердить великий гражданский, горский, исламский подвиг. В Дагестане открыли мемориал первому президенту Чеченской Республики Ахмату Хаджи Кадырову. Право восторжествовало. Адвокаты добились отмены запрета на ношение хиджаба в школе Мордовии. В Стамбул напрямую. Скоро из Грозного начнутся рейсы и в другие турецкие города. Рамзан Кадыров принял участие в заседании правкомиссии по проблемам развития регионов. Об этом глава Чечни сообщил в Инстаграм. Как написал Кадыров, на заседании он договорился с министром финансов России Антоном Силуановым встретиться и обсудить вопросы, имеющие важное значение для развития экономики и социальной сферы Чечни. И сегодня Рамзан Кадыров встретился с министром образования России Ольгой Васильевой. Обсудили злободневные для Чеченской Республики вопросы. Это проблемы трехсменных занятий в школах и необходимость строительства новых учебных заведений. Комплексно поговорили в целом о задачах развития учебной базы высшего, среднего профессионального и общего среднего образования. Также затронули тему дополнительных учебных корпусов и общежитий для Чеченского госуниверситета. Как отметил Рамзан Кадыров на своей странице в Инстаграм, Ольга Юрьевна хорошо знает все наши проблемы, и она заверила, что окажет содействие в решении этих задач. В дагестанском селе Новый Хушет открыли мемориал памяти Ахмата Хаджи Кадырова. Его построили больше года назад по инициативе местных жителей. Официальную церемонию представления монумента посетила делегация из Чеченской Республики во главе с министром по национальной политике Джамбулатом Умаровым. С подробностями Хамзат Аюбов. Сам мемориал небольшой, состоит из памятной плиты и маленького водопада, однако расположен он на самом видном месте прямо у въезда в село. Кстати, построен он не сегодня, не вчера, а целых 1,5 года назад. Идея создания монумента появилась еще раньше, более 2 лет назад. Планы Сагита Асхабова в первую очередь поддержал отец Рамазан. Говорит, все делали своими руками. Это первый, когда ко мне пришел сын, он мне говорит: отец, вот такой памятник можно строить. Я говорю, хорошее дело, ничего не оставляй, все работы оставляй, делай. А он взял, делал. Никакого помощи человека нету. Сами строили, сами это все делали. Кто ухаживает за этим местом? Это ухаживает Сагей, сам сын. И здесь он поливает, и здесь все делает. Забор все поставили, родник делали. Памятник в поселке уже второй. Недалеко отсюда расположена скульптура имама Шамиля. То, что в их маленьком поселке появилась стела имени Ахмата Хаджи Кадырова, жители восприняли радостно. Мы рады, что это такое здесь есть, что мы очень даже рады, что Чечня и Дагестан, что за это, что мы объединимся. Он объединились Чечня, он же там очень много трудностей видели. Муриды все, которые... И за это спасибо ему. Очень хорошо. Действительно, как вот этот памятник мы построили, село, очень благодарны были. Все проезжие час, вот это, как-то вот здесь, в этом, каком-то месте вышла она. Этот памятник надо было построить нам в центре поселка надо было его построить. На открытие памятной плиты приехала целая делегация из Чечни во главе министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, брат. Всем привет. Дай Бог вам здоровья. Да, дайте я вас обниму. Я тоже обниму, конечно. Всего хорошего, дай Бог здоровья. Вот от имени Рамзана Ахматовича Кадырова, главы Чеченской Республики, Героя России, мы приехали для того, чтобы выразить вам слова теплой сердечной благодарности за тот подвиг горца, мусульманина, истинного дагестанца и россиянина, которого вы совершили. Официальная часть начинается с чтения дуа. Первое слово взяла министр по национальной политике Дагестана Татьяна Гамалей. Сегодняшнее событие – это огромный вклад в укрепление отношений между братскими республиками, отмечает она. Совершенно неординарное событие для двух наших республик, для Республики Дагестан и для наших дорогих соседей Республики Чечня. Этот акт народной инициативы, он очень горячо встречен
и дагестанцами, и жителями Чечни, потому что именно такая инициатива укрепляет связь между нашими регионами, между нашими субъектами. Именно такая горячая любовь к выдающимся личностям друг друга скрепляет наши республики. В своей речи Жамбулат Умаров подчеркивает, заслуги первого президента Чечни распространяются не только на один регион. Ахмад Хаджи Кадыров остановил терроризм, который был угрозой для всего Северного Кавказа и в целом России. Сегодня мы с вами находимся здесь, дабы подтвердить великий гражданский, горский, исламский подвиг, который совершила целая семья, который совершили отец и сын, которые как горцы, как мусульмане, увидев ту великую миссию, которую нес сын чеченского народа, сын России, Ахмад Хаджи Кадыров, видя, какую роль сыграл этот человек, заслонив собой от кроваво-огненной плазмы международного терроризма, который действовал здесь из 53 стран, он защитил не только чеченский народ, он защитил народы Дагестана, он защитил другие народы Северного Кавказа, в конце концов, он защитил всю Россию. За вклад в развитие межнациональных отношений благодарственное письмо от главы Чечни Рамзана Кадырова получил Рамазан Асхабов. Ему также подарили именные часы. От имени главы Чеченской Республики с его рук эти часы вам подарочные. Именные часы от главы Чеченской Республики. И вот это вот благодарственное письмо, которое лично было, вот лично подписано Рамзаном Ахмадовичем. Вот его подпись. Это вам на долгую и вечную память. Аллаху Акбар. Из поколения в поколение, чтобы семья Асхабовых и род Асхабовых хранил это как реликвию. На этом награды сегодня не закончились. Почетные грамоты вручили и главе администрации села, и местному имаму. Главного виновника сегодняшнего торжества Сагита Асхабова наградил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. От его имени автору идеи и, собственно, создателю стелы передали грамоту и медаль. Идея мне пришла, честно сказать, из-за уважения Ахмаду Хаджи Рахимуллах. За то, что он действительно шахид, герой России. Ну, не было в Дагестане памятника ему. Я решил сделать именно в моем поселке родном, чтобы Хушет был как-никак основой дружбы Дагестана и Чечни. В завершении встречи к мемориалу Ахмада Хаджи Кадырова в Дагестане возложили первые цветы, после чего гости и хозяева сфотографировались на фоне памятной плиты и еще долго вспоминали заслуги первого президента Чечни. Хамзат Аюбов, Булат Баканаев, Ислам Расуев. Новости. Одобрение на уровне законодательства. В деле о запрете ношения платков в одной из мордовских школ поставлена точка. Требования адвокатов и учителей удовлетворены. Отмечу, одним из первых на ущемление прав верующих отреагировал Рамзан Кадыров. В этом нашумевшем деле участвовал и адвокат из Чечни. Ясмина Гацаева продолжит тему. Несколько месяцев потребовалось адвокатам, чтобы доказать, что гарантирована 28-й статьей Конституции Российской Федерации свобода вероисповедания, а также жить и действовать в соответствии с ней касается в том числе и мусульманской одежды. Педагогам из Белозерья теперь не страшны локальные пакты руководства школы. Наши исковые требования об отмене данных приказов на запрет ношения именно этих платков, признание их дискриминационными, наши требования удовлетворены. Первым за права мусульманок в Мордовии вступился Рамзан Кадыров. По его словам, условия, которые поставили перед учителями, продиктованы не только личностной неприязнью директрисы к исламу. Это провокация с целью последующих внутренних конфликтов в стране. Организацию разлагает общество. Внутренний конфликт возникает. Но это вопрос. Я защищаю права мусульман. Хочу работать, в школе уайч. Я никогда не соглашусь с этим. Никогда в жизни. Я добивался равноправия, демократии, свободы слова, в государстве жить. Впрочем, праведные мусульманки, следующие исламским канонам, и не планируют распрощаться с платком. Носить хиджаб – требование религии, а право на его ношение обговорено законом. Это директрису не сдать. И, девочки, вы молодцы, что боролись за это, что выиграли.
По мне, так эта тема, она вообще не должна была обсуждаться, так как ношение платка, оно прописано нам в нашей религии. И каждый человек имеет право одевать то, что он хочет. Ясно одно, тема о запретах ношения хиджаба является выдуманной проблемой, которую общество преподносит как агрессивное и враждебное явление. Есть те, кто видит угрозу в хиджабе, однако настоящую опасность для демократического общества представляют исламофобы. Именно они, как отмечает Рамзан Кадыров, льют воду на мельницу врагов России, выискивающих любой повод для раскачивания ситуации. Ясмина Гацаева, Ислам Расуев. Новости. Последние дни остаются до конца субботников, но жители республики не расслабляются. В массовой уборке принимают участие сотрудники различных организаций и ведомств. Как изменилась республика, увидела Хава Идиева. Карета скорой прибыла на помощь в очистке города. Вместо медицинских халатов рабочая форма, вместо медикаментов и шприцов рабочий инвентарь. Кустарники, бытовой мусор. Чтобы вывести все закрепленного за ними участка, пришлось сделать несколько рейсов на КАМАЗе. Впрочем, людей с краской и метлами можно встретить на каждой улице города. Это как сотрудники различных министерств и ведомств, так и местные жители. А это уже работники аэропорта. Вооружившись лопатами и метлами, они наводят порядок на тротуарах в Октябрьском районе. Работы здесь хоть отбавляй. Вот хотим городу помочь. Хотим, чтобы было везде чисто, хорошо, красиво. Вот поэтому вышли все. В общереспубликанском субботнике принимают участие сотрудники Министерства труда, занятости и социального развития. Они очистили окрестности психоневрологического интерната. Пока женщины подметали и белили деревья, мужчины были заняты посадкой саженцев. Не остались в стороне и в соцюрте. Это окраина села. Всего здесь около 200 человек. Навести порядок помогают и те, кто стоит на страже правопорядка. Сотрудники силовых структур превратились в блюстителей чистоты. Пока одни собирают накопившийся за зиму бытовой мусор, другие вырубают сухие ветки. Отдельная бригада добровольцев работает на берегу реки Хулхулау. Здесь собирают бытовой и строительный мусор. В работе задействована и спецтехника. Промежуточные итоги месячника по санитарной очистке и благоустройству территории республики, объявленного Рамзаном Кадыровым, подвели сегодня в парламенте. Руководитель оперативного штаба Магомед Даудов отметил, что благодаря усилиям людей все города и населенные пункты региона обрели совсем новый ухоженный вид. Во встрече приняли участие представители мэрии Грозного. Es kert adion. Düser that's why chulu di adich di arab do tonshul di ona kert shu ala. Ne di on was ervel di on bokol was do kert yashich do di on sam do daha etla ist zabroshne kert gale chwa ya re ona. Europe wan wala Afrika wan wala imich wan wala shit ahdor kert di on do yashwol ist yo kert di on yutriyachna. قاع عري سوغر متك حياقني سوغر هادني بوشاش ليلر دوشتر عشان متك دوبي داغي وتجين انا عايوي بس عايوي. До конца субботника остаются считанные дни. С начала общереспубликанской акции в ней приняли участие более 211 тысяч человек. Очищенная площадь 34 миллионов квадратных метров. Вывезено 12 тысяч кубометров мусора. Кроме того, посадили 14 тысяч саженцев. На встрече отметили, сохранение достигнутых результатов зависит уже от чистоплотности граждан. Поэтому нужно проводить разъяснительные работы с населением. Этим будут заниматься депутаты и сотрудники столичной мэрии. Хава Идиева, Магомед Мударов, Халид Мусаев и Тимур Хайдаров. Новости.
Первый рейс Стамбул-Грозный состоялся. Теперь из аэропорта чеченской столицы в Турцию можно летать 3 раза в неделю. По средам, пятницам и воскресеньям. Напомню, соответствующее соглашение было достигнуто усилиями главы Минтранса Рамзана Черхигова. Скоро нашим пассажирам будут доступны прямые и транзитные рейсы и в другие города в нескольких странах. Подробнее в материале Алхазура Керимова. Теперь Турция стала намного ближе. В аэропорту Грозного появилась новая стойка касса авиакомпании «Onur Air». Сегодня ее первый прямой рейс из Чеченской Республики в Стамбул. Бессрочный договор о приеме и обслуживании воздушного судна подписывает на встрече с представителем турецких авиалиний руководитель Грозненского аэропорта. Грозный мы связываем непосредственно с Европой. Это у нас транзитный рейс в Париж, Амстердам и во многие города Германии. Это касается и внутренних рейсов в Турции. Кроме этого, мы ведем переговоры по организации рейсов в Джиду. Также ведем переговоры по прямым перелетам в Дубай. Я хотела бы выразить благодарность всем, кто помог и пошел навстречу в достижении этой цели. Билет купила Изарета Хатуева. Она давно планировала полететь в Стамбул, но это было весьма проблематично, ведь еще вчера приходилось вылетать из других регионов. Теперь жителям Чечни сделать это не составит труда, и спрос на это направление уже очень высокий. 17 марта дали старт продажи, спрос был высокий. По сей день люди приобретают билеты на Стамбул. А сколько билетов продали уже? 132 билета и больше даже. Сегодня тоже была продажа. Цены на билеты от $59 и выше. В эту стоимость входит бесплатный перевоз багажа весом до 20 килограммов. Также можно приобрести пакет дополнительных услуг. Это место в салоне на усмотрение пассажира, еще одно багажное место и горячее питание. По мере продажи стоимость билетов повышается. Такова ценовая политика любой авиакомпании. 3 часа ночи аэробус А-320 компания «Onur Air» впервые открывает шасси над аэропортом Грозного. Это результат плодотворного сотрудничества чеченской и турецкой сторон. Рейс из Стамбула встречает помощник главы Чечни Адам Черхигов и руководство авиакомпании. Цветы и аплодисменты для первых пассажиров. С удачным перелетом поздравили и капитана судна. Полет получился очень удачным, без всяких эксцессов. Я в Грозном впервые, и мне очень понравилось, что здесь нас так тепло встретили. Честно, мы даже не ожидали. Всего лишь пара часов для отдыха, и экипаж снова взойдет на борт. Тем временем в международном терминале регистрируются пассажиры обратного рейса Грозный-Стамбул. Они приехали заранее. Первым рейсом отправляется больше 130 человек. بركل جو آل أردر دققتنا دير رئيس خل سامس سنة نالشكي خل مخشكلا خل اشتعس ليولر تخو قصحت يعني أقبور أو تق غال دل ختن اشتعس عدا ديش خلر خل شيء تير والحوار حقت شو والشو مصو سجنا تون جو خزق خلقون يغري جو أهتق صحة ينتاد يتمنى تعال حياة شانيوش تين ساعة يزيد تدي دايرة حياة цена тоже очень устраивает, что отдых. Из Грозного лететь удобно и экономично. Чеченская сторона уверена, что «Onur Air» будет достойно конкурировать с другими авиакомпаниями. Более того, для желающих открыты и транзитные направления в такие города, как Адана, Бодрум, Измир, Трабзон, Берлин, Париж, Дюссельдорф, Амстердам, Актау, Одесса и Никосия. Кроме транзитных маршрутов ведутся переговоры о расширении географии прямых рейсов из Грозного в Германию и в такие города, как Дубай, Анталия и Джидда. Onur Air компания цена عشان переговоры شغله استغنى رجع مرحبا حلقة جديدة الحلقة بين بورت بروي اس بورت ها ايت شغل جرج ادم دالوش تانا تبعت ايت سوق يوقش باساجير ازداد انا اشت هو بالاسين يا بركه هريو التيشو وين انا وباتشو رمزان ماش ديري سولسن تم ديلر وميخشكا تاتينا دي ازيتي داقلق خردوشه ميخشيتينا داقيم تسن كيما دو دا غير باستريس دواتات دونا ايوش زمان شو حاجه ان ناخذ غير خلي دو عن جدي رئيس اللاش دوي بات تصغير على بات ادمي حاجه شو زغيتا. Вылет из Грозного в 5 утра. Пассажирам пожелали приятного полета. Через 2 часа они будут в Стамбуле. Самолеты по регулярному маршруту Грозный, Стамбул, Грозный будут летать 3 раза в неделю. Алхазур Керимов, Зелим Закаев. Новости.
Сегодня самолетом МЧС России из Грозного в Нижний Новгород эвакуировали тяжело больного ребенка. Это 7-летняя Динара Тушаева, получившая сильные ожоги. Трагедия случилась несколько дней назад в селе Гилдаган. Одежда девочки воспламенилась от костра. Спецборд МЧС России оснащен современным оборудованием, которое позволяет оказывать медицинскую помощь пострадавшему во время полета. Пациентку сопровождают врачи спасательного отряда Центра Спас МЧС и Центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России. Осуществляем санитарный рейс для транспортировки больного ребенка в специализированный ожоговый центр Нижний Новгород. Состояние стабильно тяжелое. Ребенок нуждается в высокотехнологичной специализированной медицинской помощи в условиях ожогового центра. В Шелковском районе по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сотрудникам администрации представили нового исполняющего обязанности главы района. На эту должность назначен Хамид Хаджиев. Ранее он работал начальником одного из отделов Министерства транспорта и связи, также был заместителем секретаря Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики. Хамид Хаджиев зарекомендовал себя как грамотный и трудолюбивый руководитель. Перед ним стоит целый комплекс задач от благоустройства автодороги, привлечения инвестиций до развития агропромышленного комплекса. Глава республики Рамзан Ахматович, тиешатеш баларбу алохепат инхелчада младе бисица япаша, ваигдалук цадалук цабохша дадиешту из мухле ишна остихел чуха на остадир ду бохшелче бахал зердала цахична тиабет кевер. Помощь пожилым и инвалидам. При межрайонном комплексном центре социального обслуживания населения в Шатоевском районе открылся пункт проката технических средств реабилитации. Их можно будет брать бесплатно на временное пользование. Это начиная от инвалидных колясок до тонометров. Продолжит Синатин Музашвили. Специалист межрайонного комплексного центра социального обслуживания населения объясняет Шуте Гугаеву, как пользоваться тонометром. У мужчины регулярно скачет давление, и такой прибор всегда нужен под рукой. С этого дня подопечное учреждение сможет воспользоваться здесь новой услугой – взять на прокат технические средства реабилитации. يش تقاش عمت خلشر دو خلق دو صناعة وعوهن ليلة ويش خوز أوجور كوشاس وين مهار دو خلق دو ديريز خيلر دين شون سوسو تاتسوم يش مسني خل عازك قيقان وعوهن يتيز يتصنع ليش ليز اسخوز خلش شيغوق تادلش أوها يلش اسخلش دو خلق دو. Центр обслуживает сразу 3 горных муниципалитета – Шатойский, Шаройский и Тумкалинский. На учете здесь около 150 инвалидов и до 700 пожилых одиноких граждан. Новые возможности центра призваны облегчить им жизнь. Открытие пункта проката стало важным событием для многих жителей района. Поздравить их приехали помощник главы региона Али Амиров, министр труда Чечни Мохмад Ахмадов и руководитель района Шадид Чабагаев. صغيرش نسخنا سعبش نرجلش بالبش بالله بدي رئيس خليقان أنا ويبتش دا صار دولار صوت عن دستيت إنوانيش جو يش رئيس بور خلال دوقم دو دا حبيت كيل يش تجني دقة جو فوربا خلقس. Здесь предоставлено до 18 наименований технических средств, в том числе инвалидные коляски, ходунки, трости, тонометры. Всего до 280 единиц. Министерство труда открыло пункт проката в рамках реализации подпрограммы повышения качества жизни пожилых людей. Эти средства предоставляются бесплатно для людей, нуждающихся в этом. Это первое. Пишут заявление, заключается договор с государственным казенным учреждением. И на основе этого, на основе договора и заявления выдаются те или иные технические средства, в котором нуждается заявитель. Когда он не нуждается, возвращается обратно в прокат, уже другие могут по заявлению пользоваться. После осмотра пункта проката и условий центра гости вместе с богословами прочитали мавлид и совершили дуа. Синатин Музашвили, Возраил Ларсанов. Новости. Чеченское отделение пенсионного фонда признано лучшим в стране. Об этом объявили по итогам ежегодного конкурса среди территориальных управлений во всех регионах России. Учитывалось качество по всем направлениям деятельности: установление и выплата пенсии, назначение и реализация социальных выплат, адресная помощь пенсионерам, а также софинансирование социальных программ субъектов и реализация международных соглашений. Рамзан Кадыров поздравил коллектив ведомства и его руководителя Мохмада Ахмадова с этим достижением. В фонде отметили, что победа в конкурсе прежде всего это результат пристального
пристального внимания со стороны главы Чечни, который на протяжении многих лет оказывает всестороннюю поддержку в развитии Пенсионного фонда республики. По всем направлениям у нас четко поставлена задача и главой республики, поскольку мы обеспечим такой контингент населения, самый такой ранимый контингент, мы, значит, старались по всем направлениям делать все возможное. И трудовая дисциплина, и совершенствование знаний пенсионного законодательства, внедрение передовых опытов форм работы по всем направлениям. Срок и качественно. Бойцы клуба «Ахмат» продолжают подготовку к турниру WFCA 35 уже в Астане. Первый международный выездной турнир Всемирного бойцовского чемпионата «Ахмат» пройдет 1 апреля. Спортсмены находятся на завершающей стадии подготовки к своим поединкам с гонки веса. 2 тренировки в день, они скидывают последние килограммы для того, чтобы соответствовать своей категории. За процессом наблюдает и президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Бисмурадов. Фактическое взвешивание состоится в пятницу утром, а вечером состоится официальная церемония, где соперники встретятся лицом к лицу. Бойцовский вечер обещает быть ярким. Ребята прошли трехнедельный сбор, все чувствуют себя хорошо. Никто не говорил, что ему как-то плохо, где-то что-то болит, без травм. Вроде подошли к этому турниру очень грамотно, четко. И надеемся, что все выиграют, иншаллах. Всего в рамках турнира состоится 13 поединков. В боях примут участие 2 чемпиона лиги WFCA. В главном противостоянии вечера встретятся бразилец Вальмир Лазара, его рекорд 15-4, и Хусейн Халиев из клуба «Ахмат». Но перед этим состоится открытая тренировка с участниками главного боя и пресс-конференция. Это были все новости к этому часу. Всего доброго. До свидания.